Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Текстильную промышленность Кыргызстана называют локомотивом экономики страны. Она играет значительную роль в производстве валового национального продукта, решении социальных задач государства и повышении потенциала малого и среднего предпринимательства. Продукция под брендом «Сделана в Кыргызстане» пользуется огромным спросом у зарубежного покупателя. О путях развития швейной отрасли мы поговорим с генеральным директором индустриального парка «Силквей» Адилетом Кубанычбековым и советником генерального директора ОСО «Текстиль-Транс» Мирбеком Усибаевым. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте, я приветствую вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». Сегодня мы говорим о такой важной отрасли, которая играет огромную роль в развитии экономики нашей страны. Это швейное производство. И сегодня мы уже говорим о том, что необходимо возродить легкую промышленность нашей республики, да, и это будет первым таким моментом, когда в Кыргызстане появится промышленное производство, которое будет отчислять и хорошие налоги в бюджет, и даст людям работу, как это было в былые хорошие советские времена. Но буквально на днях состоялась встреча премьер-министра Улугбека Марипова с руководителями швейных предприятий. Я знаю, что вы были участниками этой встречи. Скажите, пожалуйста, какое впечатление на вас она произвела и какой посыл был сделан? Было очень много участников на этом мероприятии. Я был удивлен тем рвением премьер-министра Улугбека Самединовича помочь именно этой отрасли. Он очень, на сегодняшний день было видно, что глубоко понимает всю суть проблемы. И все озвученные наши проблемы, наших производителей, начиная от обувщиков, заканчивая значит, текстильщиками, он, честно сказать, все понял, очень даже правильно, и дал поручение всем соответствующим службам, чтобы они все решили эти проблемы, которые есть на сегодня. И оказалось, что их было немало. У каждого производителя свои проблемы. И в частности, если говорить о нас, то мы озвучили 4 вопроса, это даже были просто просьбы. И мы на 4 вопроса получаем, честно говоря, очень удивительно, оперативные, значит, ответы. Это очень радует. Но правительство всегда ставит приоритетные задачи поддержку малого и среднего бизнеса. Мы знаем, что швейная отрасль нашей республики проделала большой путь, и бренд «Сделано в Кыргызстане» действительно очень популярен не только в странах ЕС, но и в зарубежных странах. Наша продукция, которая производится на территории Кыргызстана, экспортируется и в Америку, и в другие дальние зарубежья. Чтобы понять, на каком этапе мы находимся сейчас, вот от каких-то маленьких швейных цехов, как мы развивались, это достаточно бурное развитие, я считаю, получила именно швейная отрасль в нашей республике. Очень правильно заметили, как швейная отрасль была. Раньше, в советское время, у нас швейная промышленность была, потом отрасль стала. Почему-то потому, что после 90-х, после получения независимости нашей страны, каждый человек уже сам по себе занимался. Государство, как таковое, никогда не занимался легкой отраслью. Каждый как по своей способности, по-своему, как располагаемыми денежными ресурсами, они открывали швейные цеха и реализовали это все, импортируя все, как говорится, сырье и к ним сопутствующие товары. На сегодняшний день, вот мы сейчас в развитии получаем, на сегодняшний день, вот правильно заметили, легкая промышленность, можно сказать, возрождается. Сейчас разрабатываются масштабные кластерные проекты, где, начиная от выращивания на земле, на территории Кыргызской республики, хлопкового, но в нашем примере, выращивая его, перерабатывая, после этого получать текстильные изделия и пошив этих изделий и реализация. Это полный цикл, который сопровождается уплатой налогов, как вы говорите, и особенно
занятость человек, людей, работающих. Если Занятые говорить людей о и вашем социальные пакеты. предприятии, Видите? Да, да. текстиль, Ну, транс, примеры можно скажите, сказать. пожалуйста, вот какая цепочка производства у вас существует? Почему кластерный подход – это гораздо выгоднее в настоящее время в условиях рыночной экономики, нежели отдельное предприятие, которое будет производить швейную продукцию и отправлять его на экспорт или на внутренний рынок? Правильно заметили. Вот поймите, вот сейчас все наши, как говорится, современные, вот сейчас молодежь и стремится все получение, знания получили, и это все хотят реализовать свои проекты, задумки все. Раньше как было? Взяли металлолом, взяли и реализовали Китай. Все, получили деньги, все. А сейчас мы думаем, человек, как это можно сделать. Из этого металла, это условно, да, делать, если металл тонна стоит 100 сомов, если из него сделать спички, металла, как вот изделие, он будет 1000 сом. И у нас тоже так же. Мы, приобретая импортируемого сырья, изготавливая, ну как, шли швейным цехам, производству, просто шили носки, чулочные изделия, реализовали. И получается, здесь полного цикла не было. А сейчас мы уже такая, как кластерный масштабный проект, выращиваем уже сегодня, на сегодняшний день арендовали уже 300 гектаров земли у фермеров Чуйской области. Мы выращиваем хлопок на территории Чуйской области. Невожской. Невожской. Сейчас очень интересно. Вот, очень, это мы уже на сегодняшний день 300 гектаров, где будет занято 200 фермеров, где рабочих. А в будущем, у нас есть план, который в 2024 году мы это будем достигнем 10 тысяч гектаров хлопка будем иметь. Из хлопка уже мы, проблема вот из хлопка, чтобы его хлопок очистить, все из него сделать волокна, мы приобрели на $2,5 миллиона оборудование уже. Завезли, уже часть этих оборудований уже работает. Значит, в настоящее время сырье завозим сейчас в Сочскую, Жалдабадской области. На будущем уже будет своя собственная сырьевая база, все промышленность. Для этого в Токмаке до этого у нас была построена трикотажная фабрика, где сумма вложений инвестиций у нас была $8 миллионов США. А сейчас у нас проект, вот, который завод по очистке хлопка, очистка хлопка, это будет $3 миллиона США инвестироваться будет. Для этого мы уже составили договор по приобретению простаивающего, построенного на кредит Китайской Народной Республики бумажный завод, который был обанкротился. И это мы приобрели. И очень интересно, вот проблемы наши тоже, очень такая большая проблема. Хотели построить завод там, оказывается, земля, где находится завод, оказался землей сельскохозяйственного назначения. И перевод на трансформацию делать, государство хочет переложить на наши плечи, на добросовестного инвестора. Вот ну хорошо, давайте проблема. вот об этих проблемах мы поговорим дальше. Да. Я так поняла, что у вас, значит, существует цепочка производства. Полностью. Это сырье, переработка, изготовление полотна и плюс трикотажная продукция, это носки, да, нижнее белье, и потом вы собираетесь выпускать мужские рубашки, и уже налажен экспорт. Да. Но у нас на подходе реализация другого амбициозного проекта индустриального парка Silkway. Скажите, пожалуйста, в чем его особенность? Какие самые главные принципы заложены именно в ваш проект?
Индустриальный парк Silkway располагается на 70 гектарах земли, где будет расположено более 200 тысяч квадратных метров производственных помещений. Вообще индустриальный парк, он по оценке Евразийского банка развития, он уникален и единственный на постсоветском пространстве. Допустим, Евразийский банк развития инвестировал на проект Хоргос $1 миллиард. И они говорят, что здесь то, что вы сделали, это совершенно другая история, потому что Хоргос это торговля, а мы же сделали как? У нас индустриальный парк состоит из нескольких зон. Это зона промышленности, зона, значит, именно выставочный комплекс, экспоцентр ткани, фурнитура, оборудования. Экспоцентр готовой продукции. То есть человек должен иметь, производитель должен иметь возможность привезти сырье. Не все сырье мы можем произвести. Естественно, допустим, синтетика — это Китай у нас, да, лидер. Другие по трикотажу у нас лидер Узбекистан и на сегодняшний день Турция. Привозим мы, значит, сырье и изготавливаем из нее определенный продукт, и нужно его реализовать. Реализовать его нужно, во-первых, очень дорого и очень выгодно, чтобы было для нашего производства. А что для этого необходимо? Нужны условия, нужны контракты. Вот, допустим, мы уже на первом... Почему мы вообще пришли к этой идее? Эта идея не наша, это идея всей нашей десятилетней опыт. К этому пришли мы с опытом, поскольку 10 лет, занимаясь производством текстиля, мы поняли, что необходимо объединяться. Сегодня глобализация, и мы решение приняли объединить всех производителей, мелких, средних, крупных, в одну большую, значит, организацию. Это будет индустриальный парк, где будут созданы все условия, начиная от культурно-оздоровительного, заканчивая учебного. Там Академия текстиля строится совместно, сейчас нас финансирует в этом направлении Кувейт. Академия легкой промышленности. Значит, экспоцентр готовой продукции инвестируется полностью, около $50 миллионов инвестируют сами наши граждане, наши бизнесмены. Экспоцентр по тканям, фурнитуры, оборудования финансируется там получается около $30 миллионов. Это экспортеры, экспортеры, именно импортеры, то есть, извиняюсь, тканей, фурнитура, оборудования, которые занимаются именно импортом данной продукции в Кыргызстан. Значит, такие компании, как Декна, Узбекистан, с нами сотрудничает. Такие компании, как Климбер, Турция. Такие компании, как ДОС Текстиль, Ердем Текстиль, это Турция. И китайских очень много компаний, которые сами решение приняли быть резидентами у нас. То есть это идет объединение крупных и средних, мелких предприятий, которые будут обмениваться опытом, обмениваться, значит, знаниями. И это мы сможем только таким образом конкурировать, допустим, с Китаем или с Турцией. Возьмите Турцию, да, Турция на сегодняшний день, в каждом городе у них кластерная система. Вот приедешь в любой город, там вот ребята знают, мы вместе сколько лет уже работаем с Текстиль-Трансом. Все грузы Текстиль-Транса компания Альфа-Карго отвозит на дальние, на ближнее зарубежье. Значит, что касается Китая, там тысячи индустриальных парков. Узбекистан на сегодняшний день, Устекс, $300 миллионов государство, значит, дает на сегодняшний. В этом году бюджет $300 миллионов, а в прошлом году бюджет составлял $150 миллионов. Устекс. Это такая кластерная система. Вот ребята работают с Устексом, я знаю, они часто бывают. Это просто. И недавно, кстати, премьер-министр был там. Это удивительные производства. Вот это мы хотим, вот это нам необходимо. И сегодня мы уже очень много, значит, у нас результатов, о которых, наверное, будем говорить. Ну вот интересно, когда фермерам, да, мелким фермерским хозяйствам предлагают объединяться в кооперативы, они отказываются. Этот процесс у нас не идет. А вы говорите, что ваши клиенты, которые
захотели объединиться и работать вместе. В чем выгода, в чем преимущество? Преимущества здесь очень много. Ну, я не знаю насчет фермеров, потому что мы этим, честно говоря, не изучал эту проблему, почему они не объединяются, в чем суть. Что касается нас, мы вынуждены объединяться. Почему? Потому что на сегодняшний день рынок, мы должны быть конкурентоспособны. Допустим, давайте я вам один пример скажу, почему. Да? Есть компания, огромный такой рынок, это как Россия, мы все говорим, что 180 миллионов человек и так далее. Да? Один рынок Люблино, или же будем говорить, что это торговый дом Москва. Приехали люди, плюс очень крупная компания Ашан, вот две компании приехали к нам, начали делать заказы. Заказы, допустим, 10 миллионов маек в год. Они разместили нам заказ, мы это все по нашим цехам, по нашим фабрикам начали раздавать. И ни одна компания, включая и Текстиль Транс, включая и других компаний, не смогла поднять такой объем. Потому что нет мощностей. Нет таких у нас мощных производств, которые могли бы это все принять. Заказов много. Я очень сейчас рад сегодня, что есть такие компании, как, кстати, резиденты нашего индустриального парка, такие компании, как Кулброс, которые сегодня вышли на рынки Германии, Швейцарии. Вы сегодня приедете в Швецию, увидите Кулброс, Кыргызстан. Это очень будет приятно. И в России зайдете в Ашан, вы увидите Текстиль Транс, вы увидите Алга, вы увидите Кулброс, вы увидите много наших компаний в России. Это хороший показатель, но его надо наращивать. Без объединения, без вот этих мощностей мы не сможем быть конкурентоспособны. Только в этом проблема. Когда мы говорим, что у нас есть какие-то определенные препятствия для развития предпринимательства в нашей стране, предпринимательству необходима помощь, поддержка со стороны государства, других организаций. Скажите, пожалуйста, было ли вам трудно на пути становления? Чувствовали вы поддержку или когда почувствовали поддержку со стороны государства и нуждаетесь ли вы в ней далее? Ну, это очень трудный вопрос, можно сказать. Если мы скажем, не было поддержки, а скажут, почему мы поддерживали вас, скажут, мы будем, есть поддержка, скажут, а где поддержка? Вот в том, все инвесторы, которые масштабные, которые кластерный проект делают, да, они всегда на свои силы только рассчитывают. Где получить, где как ресурсы, денежные ресурсы, все. На государство не рассчитывает, никто не рассчитывает. Понимаете, в чем дело? Мы хотели бы, чтобы раньше как было, чтобы построить завод, государство выделило деньги, земли, чтобы построили, чтобы самое главное работали, там производили что-то. А сейчас мы на кредитные, конечно, денежные средства, все это взаимствованное, хотим построить, уже работать, и говорят, не высокий. Вот сейчас сегодня премьер-министр правильно сказал, премьер-министр сам вник, понимаете, сам вник в этот вопрос, да, и сам начал протокольное поручение давать, как решать эти вопросы. А до этого не было же. Мы рассчитываемся, что мы добросовестный инвестор, уплачивающий в срок все соответствующие налоги. Это мы иностранные, не иностранные инвесторы, которые их освобождают на 5 лет. Налог на прибыль освобождает, все льготы предоставили. Для нас все в прошлом году мы только заплатили налог на прибыль 42 миллиона сумм. Понимаете, в чем? И у нас такого льготы нет. Мы говорим сейчас, дайте нам, как говорится, условия создайте, хотя бы условия создайте на уровне, касающиеся вашего государства, что земли, которые мы сейчас говорим, проблема, да, очень... все производственники, да, они все всегда заняты своим делом, как их расширить. А взаимоотношения с государственными, бюрократическими волокитами, да, они не хотят заниматься, понимаете, уже некогда. У них производство наращивать надо, каждое рабочее место создавать, это трудно, сами знаете, правильно? И в это время должны по нашим прикидкам государственный чиновник прийти и сказать, что от нас надо, что мы можем помочь.
Мы говорим: ай, ребята, давайте жить дружно. Вы дайте нам по закону все документы, право устанавливающие, право удостоверяющие, все документы, и мы заплатим все налоги, которые все И в это время, видите, как иностранным инвесторам, да, они все идут, они вот завод построили, бумажный завод, который проставил, да, им выдали право удостоверяющие, все документы. Мы сейчас пришли, купли-продажи сделали, придем, это земля сельхозназначения, мы не можем вам дать. Мы этим вопросом вышли на премьер-министра, понимаете, что? Вот уровень какой. А у нас очень даже, мы сейчас проекты говорим, у нас экология, видите, самые загрязненные. Все отходы швейные, отходы от производства швейных изделий, да, отходы очень большие, все сжигаются на мусорном месте. А мы сейчас такой сделали проект, из этих отходов сделать пряжу обратно, нитку сделать, и делать рукавицы, все рабочие, все, как говорится, одежду все делать. Очень интересно. Очень интересно. Вы сказали, что вы на встрече с премьер-министром озвучили 4 вопроса и получили конкретные ответы. Расскажите более подробно об этом. Первое, мы были очень благодарны тому, что и президенту, и премьер-министру. Почему? Потому что недавно был подписан указ президента о поддержке именно местных предпринимателей, наших отечественных предпринимателей. И также сразу же следом пошел, значит, после указа президента пошло уже постановление правительства об оказании, значит, поддержки именно отечественных предпринимателей и защите прав отечественных инвесторов. Обычно как происходит? Происходит так, что приходит извне инвестор, и за ним все бегают, дают ему все преференции, дают ему льготы, налоговые льготы, там, не знаю, все. А отечественный инвестор, вот как поднялся Китай? Только за счет отечественных инвесторов. А вы знаете, об отечественных инвесторах мы практически не говорим. Мы думаем, что у нас их нет. А вы говорите, что ваш индустриальный парк строится на средства отечественных инвесторов. Совершенно. Это для нас открытие. Расскажите, кто они, как они существуют, внутренние инвесторы. Да, это, вот мы не взяли ни копейки кредита, ни у Российского фонда развития, ни у других. Наши отечественные предприниматели за свой счет, за свои деньги идут и строят у нас производство. Значит, мы создали площадку. Эта площадка не просто, значит, территория 70 га, это площадка, интернет-площадка, это все. То есть все условия для наших инвесторов. Значит, почему отечественный инвестор сегодня нуждается, вот вы говорите, да, в поддержке, да, мы о них не слышали, просто они не говорили о себе. Сегодня пришло время, когда надо защищать. Я вот пример вам привожу, Китай. Китай вырос на именно отечественном производстве, отечественных инвесторах. Корея, Южная Корея, полностью свою инфраструктуру она сделала именно за счет своего внутреннего резерва. Япония, такие крупные компании, да, это Toyota и начиная всего, да, машиностроение и так далее, это все внутренние инвесторы. После того, когда наш инвестор, внутренний отечественный инвестор станет сильным, к нам придут сильные инвесторы внешние. Сегодня к нам приходит очень слабый внешний инвестор, который хотят получить только выгоду. Только выгоду и как бы заработать на нас. И не заинтересованы в развитии нашей страны, совершенно. В экономике, в промышленности. Чего нельзя сказать об отечественных инвесторах? Из-за этого нам нужно сегодня, я бы вот очень были рады. Первый вопрос был, кстати, именно по этому поводу, и мы сказали, честно говоря, спасибо. И у нас есть большая надежда, что это даст какой-то определенный толчок, и время покажет. И первые уже шаги премьер-министр делает, мы очень рады, и супер. Что касается второго вопроса, это было, кстати, вопрос был о поддержке СМИ. Мы говорили, что отечественному производителю сегодня мы приходим к вам, вот, спасибо вам, АЛАТО-24, КТР, ОТРК, спасибо, вот сейчас нас приглашают в ЛТР, тоже спасибо, Пирамида и другие компании начали уже звать нас. Почему? Потому что мы там озвучили это. Мы сказали,
Почему телевидение сегодня занимаются, там, не знаю, показываете все, начиная от других там программ, но не производство. Это же столько рабочих мест. Я извиняюсь, конечно, может, критикую вас, но на самом деле мы бы хотели, что вы сегодня нас пригласили. Я хочу очень сказать большое спасибо вашей дирекции. И вот этот вопрос мы поднимали, это был второй вопрос. И видите, реакция какая большая, да, вы сами почувствовали. Спасибо. Второе, значит, и третий вопрос мы озвучили по поводу дать статуса национального, значит, проекта индустриальному парку Silkway. Почему? Потому что там объединяются 90 крупных фабрик производства. Это 200 тысяч квадратных метров производственных помещений, более 200 тысяч. Это более 100 тысяч экспозиционных помещений. Наконец-то наш президент и премьер-министр могут приехать с гостями зарубежными и показать нашу, значит, мощь. Кстати, и Текстиль Транс будет располагаться у нас и в экспоцентре, показывает свои, это мы обсуждали с руководством компании. То есть это площадка, которая должна быть гордостью, и мы попросили, почему бы ее не сделать национальным проектом. Почему? Потому что в Турции 50% таких проектов, они национальные проекты. В России кластеры строятся, начиная от машиностроения, заканчивая металлургией. Национальный проект. И это не дает ничего такого, экономически проблем для государства не создает. Но дает большой плюс для нас, потому что мы начинаем говорить на уровне с зарубежными инвесторами. Потому что они смотрят и спрашивают, вы кто? Мы говорим, мы компания такая-то, ну хорошо, спасибо. А когда говорим, мы национальный проект, за нами стоит государство, оно нас поддерживает, нам начинают доверять. И мы должны выйти на этот уровень. И я думаю, что вот мы говорили уже с аппаратом премьер-министра, уже этот разговор уже, оказывается, сдвинулся с места. Возможно, мы получим статус национального проекта. И был четвертый вопрос, это о РКФР. Российский фонд развития. Значит, мы сказали, что Российский фонд развития должен прекратить давать кредиты, значит, через банки, через коммерческие банки. Мы это сказали. Почему? Потому что это недопустимо. Необходимо давать напрямую нам, нашим инвесторам, нашим производителям, нашим трудящему, значит, народу, да, гражданам. Вот им надо напрямую давать. Через банк не получается. 4% это ставка РКФР. Мы это озвучили премьер-министру, и мы говорим, 4% это РКФР, вот, пожалуйста, Текстиль Транс берет, и он знает. Но когда мы идем в банки, увеличивается процент на разы, ставка на разы до 8%, до 9%. Я думаю, что этот вопрос, если решит премьер-министр, это будет большой прорыв. Ну что ж, все 30 лет мы говорим о том, что необходимо поддерживать именно отечественного производителя. Сегодня вы говорите, нужно поддерживать отечественного инвестора. Итак, швейная отрасль, которая перерастает уже в легкую промышленность и имеет огромный потенциал и путь к развитию. Оно создает миллионы, да, тысячи рабочих мест, в которых мы нуждаемся. И это решение нашей миграционной политики, социальных вопросов, когда люди не будут уезжать из страны, а будут работать у себя на родине. Огромное сказать, спасибо. сегодня возрождение уже состоится, можно отметить этот день, сказать, возрождение начинается с этого дня, уже можно возрождение. Я желаю вам удачи, чтобы все ваши планы реализовались. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с генеральным директором индустриального парка Silkway Адилетом Кубаначбековым и советником генерального директора УСО «Текстиль Транс» Мирбеком Усибаевым. Оставайтесь на Ало-24. Всего доброго.